Добрый вечер, дорогие телезрители. Поздравляю всех с началом весны. Спасибо огромное, Максим. Но мы рады вас всех приветствовать, дорогие наши телезрители, на проекте «Танцуй». И сегодня на телеканале Якутия-24 с вами чудесная Ольга Климова. И самый зажигательный Максим Эверстов. А вот и они, наши дорогие участники. Ну что ж, мы поприветствуем наших участников. И первая пара Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Вторая пара Дмитрий Шаталов и Люана. Пара под номером 3 Рональд Амока, Розалия Волкова. Какая поддержка! Четвертая пара Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Давайте еще раз поприветствуем. Тема сегодняшнего нашего эфира – это современный танец. Кроме того, сегодня перед нами выступят различные танцевальные коллективы от каждого хореографа в нашей паре. Желаем всем нашим участникам удачи. И напоминаем, что в прошлом выпуске наш проект покинули Алексей Баев и Анжелика Данилова. Давайте же мы немножко вспомним и посмотрим, чем же запомнилась нам эта замечательная пара. Обновленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Запомнилась пара Анжелики и Алексея. Еще раз им аплодисменты. Чудесные ребята. По правилам конкурса сегодня нас покинет еще одна пара. И именно вы, наши дорогие телезрители, должны будете решить, кто останется. Но как это сделать? А сделать это абсолютно просто путем нашего СМС-голосования. Вы отправляете кодовое слово на номер 5533 «Танцуй», пробел и номер вашей любимой пары, которую вы хотите поддержать. Во время исполнения танца, внимание, дается ровно 3 минуты, чтобы поддержать своего фаворита. Сегодня очередной конкретный наш конкурсный тур. И тема, еще раз, современный танец. Ну что ж, дорогие друзья, ну а пока что наши пары готовятся представить свои конкурсные номера. Мы насладимся ритмами бачаты от хореографической студии «Пируэт». Руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Аина Герасимова. Встречаем! A ella le rompieron el corazón. Ay, no me acuerdo bien, creo que fue un tal Ramón. El punto es que la hacía llorar y sin razón, hasta que no pudo más. Y una noche lo dejó y se fue a bailar. Pasó de ser perreo a bachata. Muy fan del coqueteo y del mezcal. Y ahora está más guapa, en la pista se desata, se tapa y se destapa, disfruta la soltería, nadie la atrapa, dice que está en una etapa, porque una relación ella no quiere todavía. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata.
decide cómo y cuándo a su antojo. Lo demás está de más. Y cada noche ella se arregla para bailar. Pasó de ser perreo a bachata. Muy fan del coqueteo y del mezcal. Está más guapa, en la pista se desata, se tapa y se destapa, disfruta la soltería, nadie la atrapa, dice que está en una etapa, porque una relación ella no quiere todavía. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Еще раз бурные аплодисменты. Хореографическая студия «Пируэт». Ну что ж, дорогие наши друзья, ну а мы хотим сейчас представить членов жюри, которые сегодня прокомментируют и дадут советы нашим участникам, и не только. Поставят также и оценки. И председателем жюри у нас является всегда очень модно одевающийся человек. Это Аина Герасимова, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Давайте поприветствуем Катерину Попову, хореограф, победитель и судья всероссийских и международных фестивалей, организатор танцевальных мероприятий. Прошу прощения, Екатерина Потапова. Давайте поаплодируем. Третий член жюри Егор Сивцев, двукратный финалист проекта «Инкюле», основатель лаборатории танца Liberty-Nation и хореограф-постановщик. Все наши хореографы, руководители разных танцевальных коллективов. И эти коллективы пришли поддержать сегодня наших хореографов. Первыми мы познакомимся с вокально-танцевальным ансамблем ветеранов МВД «Созвездие» города Якутска. И руководитель, полковник, отличник культуры Республики Саха-Якутия Галина Байшева, хореограф-постановщик, отличник культуры Республики Саха-Якутия Афанасий Калачев. Давайте поприветствуем. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток.
впечатления от конкурса, конечно, эмоции переполняют, все нравится, очень уютная студия, прекрасное жюри, прекрасная поддержка, прекрасные пары все, которые мы очень дружим, общаемся. Я в вас всех верю. Вы уже большие молодцы. Вы уже все победители. Желаю вам всем успехов, чтобы все произошло без травм, очень аккуратненько и с позитивом. Еще раз всех с праздником. На удачу! Сложный, конечно, был это танго. Когда бальная программа, времени было очень мало. Техника, которая именно должна, конечно, мы не смогли отработать на все 100, скажем так. Первый танец был сложноват тем, что было страшно на камеру выходить первый раз. Потом уже с каждым разом все, ты уже эти камеры не замечаешь, танцуешь уже для себя. Конечно, мне больше всех понравился это долганский танец, долганочка. Мне кажется, у нас все получилось. Даже там я чуть-чуть, движение забыла, но это было не сильно заметно. Были у нас шикарные костюмы. Мне кажется, это самый лучший танец. Каждый народный танец обладает своим характером. Афанасий как хореограф просто замечательный. То есть он, с ним легко работать, потому что движения он все-таки подбирает, такие, как сказать, чтобы и мне было легко сделать. То есть мы, на тренировках, и мы с друг другом советуемся, что-то где-то он ко мне прислушивается, что-то, не получается у меня это движение, и мы стараемся его менять или чуть-чуть переделать. Я хочу очень поблагодарить Афанасия, очень благодарна, что в хореографы он мне достался, будем идти с ним до победы. Афанасий Калачев. Танец под названием «В ритме хамуса». Ну что ж, дорогие друзья, давайте сейчас мы послушаем комментарии наших членов жюри. Начнем с вас, Катерина. Добрый вечер. Очень рада быть здесь. Очень рада была видеть ваш танец, потому что
в конце уже, на второй половине танца у меня уже улыбка с лица не сходила. Было очень классно смотреть на вас, как будто такая энергетика от вас была такая позитивная. А я заметила то, что если смотреть по технике, да, частота исполнения не была такая чистая, да, как говорится. Поэтому, но в музыкальное сопровождение было интересным. Я увидела то, что есть элементы хип-хопа, есть элементы брейка, есть тот же самый Indian степ, есть различные элементы северного танца, да, потому что музыка соответствовала. И поэтому это было очень гармонично все смотрелось. Не было такого, то, что сейчас северный, а сейчас отдельно брейк, например, да, поэтому плюс еще акробатику вы добавили, поэтому было так смотреть интересно, то, что сейчас, что же будет сейчас, да, такое вот ожидание было. Поэтому вы молодцы, можно похлопать, да. Спасибо огромное. Давайте послушаем, что же скажет Егор. Всем вечер добрый. Ирина, Афанасий, для начала я вас поздравляю с вашим, скажем, состоявшимся новым номером. Очень интересная интерпретация, ну, в плане того, что вы замиксовали отдельные степы от современных танцев, и плюс ко всему этому очень много было якутских степов, скажем так. В целом было наблюдать очень интересно, и также помимо этого в плане чистоты исполнения, да, соглашусь с Катериной, были некоторые моменты, но они не прям супер критичные. Но в целом, мне кажется, что у вас очень даже хороший номер состоялся. Поздравляю вас. Спасибо огромное за комментарий Егору. Ну а сейчас мы послушаем, что же скажет Аина. Прошу. Во-первых, всех поздравляю с первыми весенними днями. Наконец-то мы дожили до прекрасной нашей якутской весны. Сразу почувствовалась атмосфера современного танца, такая весенняя атмосфера Афанасия и Ирины. Мы увидели в стилизованном, да, современном танце с элементами якутского, сказала бы, да, немножко вайба. Мне чего не хватило? Мне чуть-чуть не хватило рисунка танца. Мне не хватило более ярких костюмов, я хотела бы увидеть, но я знаю, что вы всегда такие, ваша пара всегда очень стильная, сдержанная, имеет определенный свой вкус, вот, и наоборот, таки вот черно-белое тоже было очень интересно смотрелось, очень так модненько, я бы сказала, вот. Афанасий, сегодня подкачали вы, Ирина просто превосходно, и улыбка, и трюковые элементы она сделала, и даже если вы чуть-чуть подзабыли танец, она сегодня прям вытянула. Ну, если забыли, ничего страшного, не нужно показывать это как-то. Вот я увидела это по вашему лицу скорее, чем в движениях. А так бы можно было бы, я думаю, что наши зрители сегодня не так уж и заметили бы на самом деле, если бы чуточку лицом бы отыграли по-другому. А так, очень интересный новый образ для вас. В таком образе очень приятно видеть вас, как будто вы прям вот как свежая весна. Спасибо вам большое. Спасибо огромное нашим членам жюри за комментарии. Оценки мы узнаем чуть попозже, ну а сейчас мы хотим вас проводить к нашему Максиму. Прошу. Афанасий, Ирина, я после такого танца хочу просто обращаться к вам иначе. МС Афанас, я так понимаю, и хип-хоперша Рина, да, но у вас здесь прекрасная группа поддержки, я незамедлительно передаю слово им, я вижу, что здесь пришли одногруппники Афанасия и семья Ирины, пожалуйста. Узнаем, что же они думают о вас и о вашем... Поздравляем Афанасия и Ирину с выходом на полуфинал. Пожелаем удачи, чтобы также нас радовал, удивлял своим творчеством. Желаем выйти в финал и победить. Голосуем за пару номер 1. Добрый вечер. Мы сегодня пришли поддержать нашего Афанасия. Мы все вместе учились и являемся выпускниками Ангелины Григорьевны Лукиной. Но я вот наблюдая за творчеством Афанасия, да, он поет, он не только танцует, но и хорошо поет, и даже снимается в телесериалах, да. Но большинство горожан, наверное, знает его как педагога-логопеда, да, и он является одним из лучших педагогов, сильных и лучших педагогов-логопедов. И желаю вам успехов. Как хореограф я скажу, что это новое направление. Мне очень понравилось хип-хоп в стилизованном якутском стиле. Это очень характерно. Вы показали свой талант, энергию, между прочим.
И желаю вам успехов дальнейших. Голосуем за нашу пару номер 1, за Афанасия и Ирину. Далее хотелось бы узнать мнение дочери Ирины Кристины. Здесь также внуки, да, Богдан и Матвей. Кристина, как вам этот танец? И вообще, верится ли уже, что дошли до полуфинала? Да, они очень большие молодцы. Я ими горжусь. Танец просто превосходный. Мне понравился. Молодцы. Что думает внучок? Бабушка как? Хорошо станцевала бабушка? Танец супер. Супер. Здесь еще один поклонник бабушкин. Что скажешь, как тебе танец? Супер огонь. Прикольный? Я будущий участник нового сезона какого-нибудь, судя по всему, 20-го или 15-го проекта «Танцуй». Я хочу обратиться к нашим модникам. МС Афанас, вопрос к вам. Сложно ли было поставить такой современный танец? Многие, кто наблюдают, знают, что вы мастер. Вы очень классно ставите народный танец. Я всегда вспоминаю самый первый эфир, как вы ворвались. Сегодня такая модная кепочка. Просто сложно ли было подготовиться и станцевать? Да, очень сложно для меня. Почему? Потому что я вообще по специальности народник. Основной у меня танцы по народному, да, стилю. А вот современный танец я кое-как учил за неделю. Очень сложно было, конечно. А почему выбрали именно хип-хоп? Ну, более такой стильный. Почему? Потому что я могу только вот такие движения делать, а остальных я уже не знаю. Сложностей вы не боитесь, и действительно? Ну, конечно, боюсь, но приходится делать, что... К Ирине я хочу только обратиться и добавить, действительно, я согласен с членами жюри, вы сегодня сверкали. И я понимаю, секрет кроется во внуках, которые наблюдали за бабушкой. Давайте поаплодируем. Мы все ощущаем, здесь вот как маленький поклонник поддерживает. Вопрос к вам, Ирина. Как вы думаете, сегодня этот жанр хип-хоп, который вы попробовали, актуален? Будет ли процент зрителей, который посмотрел этот танец, говорить, все, я теперь я готов к этому танцу? Конечно, однозначно. Мы так старались, так готовились, так нам было сложно. Это все-таки движения мы там по интернету смотрели, поэтому все должны танцевать хип-хоп. Однозначно. Я думаю, мы все поддержим эту пару. И чтобы узнать дальше, какие баллы поставят, волнительный момент, какие баллы поставят многоуважаемое жюри, я передаю слово Оле. Спасибо, Максим. Давайте мы узнаем оценки. Начнем с вас, Катерина. Комментировать нужно? Нет. 6 баллов. Давайте посмотрим, какую же оценку поставит Егор. 7 баллов. И Аина. 10 баллов. Дорогие друзья, общий балл у нас составляет 23 балла. Давайте еще раз проводим аплодисментами эту замечательную пару. Дорогие наши телезрители, не забываем СМС-голосование. Отправляем на короткий номер 5533, кодовое слово «Танцуй», пробел и номер вашей любимой пары. Ну что ж, дорогие друзья, но мы бы хотели напомнить вам, что нашим партнером является Капитал медицинское страхование. Здоровье – самый бесценный ресурс, ведь без здоровья мы никуда. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее и, самое главное, доступность. Оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Достигайте своих целей, реализуйте свои самые заветные мечты. Наслаждайтесь каждым моментом жизни вместе с полисом ОМС. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Курашова, дом 22. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем и приглашаем сюда студию танца YDC, ее ведущего преподавателя, а также руководителя Ри Хиллз Ирену Никитину. Встречаем, дорогие наши друзья, бурными аплодисментами. From SoCal, Hollywood to the slums, chronic smoke, get burnt by the California sun on the west side.
to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world, to Quebec, to Bert. Tell them, baby, slow down, 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 baby, slow down. What you represent when we come to your dance? Like a vulture. I'm done here loosening up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. I'm done here loosening up my buttons, baby, but you keep frontin', saying what you gon' do to me, but I ain't seen nothing. Общие впечатления от конкурса у меня положительные. То есть это впервые первый опыт в танцах у меня, первый опыт вообще на телевидении. Это очень помогает раскрыться, да, приобрести какую-то уверенность, я уже об этом говорил. Да, я спортсмен, всю жизнь занимаюсь спортом, как бы весь такой вроде жесткий, а тут танец, он как бы раскрывает новые какие-то эмоции внутри себя, да, ну и также помогает. Вообще классный проект, на самом деле, и очень мне нравится. То есть рад, что я в этом проекте участвую, рад, что у меня есть мой хореограф, рад, что все получается. Вообще, на самом деле, каждый из этапов для меня был сложный по-своему, да. Начиная вообще с первой подготовки, когда самый первый танец, вроде бы он хорошо получался, но он был достаточно сложный для меня. Но все-таки выделю, наверное, из самого сложного это была самбо, то есть бальный танец. Он был реально трудный, там нужно было сделать много таких движений несущественных для меня, да. Вот. А танец, который получился, я думаю, все-таки это испанский. Я его прочувствовал изнутри, когда я танцевал его, я, как сказать, танцевал не головой, как обычно, там, не думал о движениях, а танцевал вот своим внутренним состоянием. То есть я его чувствовал эту мощь, музыка была хорошо подобрана, и я думаю, испанский у нас получился лучше всего. Ну и, конечно, сюжетный танец мы тоже постарались. Там нужно было показать много эмоций, актерское мастерство какое-то, которое меня заставили проявить. Ну, вроде бы получилось, мы справились, думаю, тоже. Мне достался хореограф Левана. Вообще, я на самом деле очень благодарен ей и очень рад, что именно она была моим хореографом, потому что я не танцующий, и я не танцующий мужчина. То есть, если не танцующая девушка, ее еще можно растанцевать, потому что девушки когда-нибудь в жизни все равно танцевали, и они более пластичные. А Леване достался человек, который никогда не танцевал, и весь такой забитый, как бы, ну, она меня раскрепостила, она меня смогла прогнуть, как бы растанцевать, и я за это очень ей благодарен. Я желаю, чтобы в ее карьере хореографа все продвигалось, все было
очень хорошо, и чтобы она росла как хореограф, росла как человек, и все в жизни у нее было хорошо. И я очень хочу ее поблагодарить за то, что она заставила меня полюбить танцы. Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skip-ba-da-bop. People get loud underneath the moonlight. Hotty totty paparazzi, hold on while I take this flick. Speak easy, rocking the feathers on breezy. Hope you can keep up, boys. 'Cause believe me, I'm a beast. Круто! Это было просто супер. Ну а сейчас мы узнаем комментарии наших членов жюри. Давайте послушаем вас, Егор. Люана, Дмитрий, очень отрадно видеть, что в наше время в целом танцует джаз-фанк. Это было очень приятно. И были такие некоторые моменты именно в самом танце, где, ярко обыгранные акценты. Мне это очень понравилось. И в целом очень много поддержек. И в плане синхрона, да, есть некие помарки, но в целом номер состоялся. Молодцы. Спасибо огромное, Егор. А мы бы хотели послушать комментарии Катерины. Прошу. Я когда увидела то, что в танце будет джаз-фанк и хаус, я подумала, ого, потому что хаус — это очень сложный стиль. Я сама танцую хаус, и чтобы танцевать хаус, это нужно иметь прям хорошую выдержку, ноги должны быть быстрые и так далее, и так далее. Вы, наверное, уже поняли то, что это довольно сложно, да? Степы там не такие легкие, поэтому, когда я смотрела и думала, интересно, какие они будут делать степы, что они будут делать. И на самом деле они сделали очень хорошие вообще вариации. И я подумала, ничего себе, потому что мне сказали, что Дмитрий Шаталов ни разу никогда в жизни не танцевал. И если бы мне это не сказали, я бы не поверила. Потому что настолько уверенно, очень харизматично, как пара вы состоялись 100%. Видно, что вы друг друга чувствуете, потому что в момент, когда кто-то ошибается, как будто вы не ошибаетесь, а другой сразу как-то чувствует, да, и как-то похоже на то, как будто так было и задумано. Поэтому мне это очень понравилось. Ваши поддержки и так далее. Для меня номер, прям реально, это был цельный номер от начала до конца. Что по подаче, что по технике. Видно то, что Дмитрий очень старался. И несмотря на то, что вы раньше не танцевали, можно точно сказать то, что вы прям 100% отдались вот сейчас тоже. Вот вы сказали у себя в интервью то, что у вас испанский танец вы тоже чувствовали, да? Мне кажется, сейчас было тоже такое же ощущение, но у меня точно, когда я смотрела на ваш номер. Молодцы. Спасибо огромное. Аина?
Люана и Дмитрий, вы станцевали современный свой танец, тоже в таком новом амплуа, новом стиле для вас. Вообще, Дмитрию я хочу сказать, чукурушка, вы большой-большой молодец. Люана, вы его реально растанцевали. Сегодня уже идет полуфинал. Я вижу, как Дмитрий старается. Он честно старается. Он за кулисами, за кадром всегда репетирует. На нашем павильоне всегда ни минуту покоя, всегда он в репетициях. Мне это очень нравится. Нравится, как вы сегодня подготовились, ваш образ, ваш костюм, что у вас сочетаются даже элементы ваши. Это очень классно смотрится. Мне немного не хватило сюжета, как будто бы в этом номере. Потому что мы привыкли слушать эту музыку как Гэтсби, оригинальный Гэтсби, да? Вот, а тут была такая необычная интерпретация была, что на самом деле смотрибельно, интересно, но как будто очень немножечко чего-то мне не хватило. Вот, молодцы, Дмитрий, с каждым разом растанцовываетесь, расцветаете. Люана, ты большая молодец, что вы сработались вместе с Дмитрием. Молодцы. Благодарим наших членов жюри за комментарии и провожаем эту замечательную яркую пару к Максиму. Он уже вас заждался. Прошу. Дмитрий, Люана, конечно. Теперь я знаю, как выглядит джаз, фанк, хаус, дэнс. Пока читал, я думал, что сломаю язык, но теперь это прекрасно. Пока вы отдышитесь, я перейду к вашей группе поддержки. Сегодня у нас друзья и коллеги пришли вас поддержать, болели за вас, волновались, реагировали на слова жюри. Начнем с друзей Дмитрия. Выросли вместе, я думаю, в Алдане, насколько я понял. Александр, скажите, насколько Дима с детства был танцевальным, насколько теперь вы видите его прогресс? Добрый вечер, уважаемые гости, Максим, участники. Очень рад оказаться на этом проекте «Танцуй». Пару слов хотел сказать за Диму. Да, с Дмитрием мы вместе выросли, знаю его по спорту. Он большой молодец, то, что принял это решение, дали ему, так сказать, попробовать себя в таком направлении. Человек, соответственно, за протяжение своей жизни постоянно должен в чем-то развиваться, и тем более в таком направлении, как танцы, да, потому что они дарят улыбку, амбиции, уверенность. И помимо Дмитрия, да, я очень горжусь им, молодец, желаю успехов. Люана большая молодец, то, что ей достался такой талантливый парень, так сказать. Да. Огромные друзья, Дима. Поэтому у них все впереди, они большие молодцы, идут уверенно, надеюсь на их победу. Спасибо большое. Настоящая поддержка дружеская. Евгений, вам слово. Всех приветствую, поздравляю с таким прекрасным, ярким и страстным выступлением. Что вам сказать? Дмитрий в танце хорошо выглядел, как и Ляна. Молодцы. Отлично. Очень рад. Хочу, значит, спросить у друзей и коллег Люаны, у Августины и Ирены, насколько верится, что вот именно они станут победителями третьего проекта «Танцуй». Насколько это вам кажется? Мы очень верим и надеемся в нашу пару, в наших Люану и Дмитрия. Очень болеем за них. До этого я смотрела эфир как зритель здесь, да, а сегодня сама станцевала на этой сцене. Коленки трясутся. Я вообще не представляю, как ребята... Ну, хочу сказать, что где кончаются силы, начинается характер. Поэтому чисто на характере, ребята, боремся дальше, поддержки много. Ага, дерзайте, ребята. Хочется также узнать мнение Ирены. Она была участницей первого сезона проекта «Танцуй». Всем добрый вечер. Я очень рада, что я сегодня приняла сама здесь участие. Насчет Люаны хочу пару слов сказать. Она моя, получается, ученица, да, и это я сподвигла ее принять участие в таком крутом проекте, потому что думаю, что ей уже пора показать себя. Она очень талантливая, вот. Также хочу похвалить нашу пару. Я сама очень восхищена номером, потому что, ребята каждый день репетируют в стенах нашей прекрасной студии Котенден-центр. Я их вижу, можно сказать, заглядываю, консультирую их, делимся впечатлениями, так сказать. Молодцы, очень хорошо. Я сама, как опытная участница, получается, в первом сезоне и еще в Ингюля, в НВК Саха я участвовала, да, знаю, что очень тяжело на последних этапах, потому что
ну, как физически тяжело, так и эмоционально. И как бы идет, ну, выгорание, можно сказать. И потом, да, вот как Августина сказала, идет уже работа, ну, характер, да, идет. В работе идет характер. И наши ребята собрались, взяли себя в кулак, сделали все, что в их силах и даже больше. И хочу еще вот костюмы. Они очень красивые, вы очень сегодня красивые. Я не ожидала, что вы будете такие сегодня. И номер был такой же шикарный. Спасибо ребятам за номер. Ага. Теперь хотелось бы узнать у участников, отличная у вас группа поддержки. Дмитрий, мы видели тебя в самых разных амплуа, да, ты у нас спортсменом был, немножко ботаником от укола убегал, мы все это помним. Что ты делал для того, чтобы войти в этот образ? Может быть, ты пересматривал «Великий Гэтсби», который упомянули, или как-то по-другому еще входил? Я просто слушал, что мне говорили, как обычно, и просто это делал, и старался не подвести Люану. Что говорила Люана? Или... Да, ну, конечно, в основном Люана меня настраивала на мой образ, каким я должен быть, и я старался соответствовать этому образу, так же, как и в предыдущих эфирах. Вот. Ну, конечно, там некоторые моменты, где я свой образ сам показывал. Ну, вот здесь тоже очень постарались. Большое спасибо. Было много трудностей, но мы справились. Спасибо. Люана, идея танца, как она зародилась, что вы хотите попробовать именно такое большое сочетание слов в танце? Как ты это поняла? На самом деле это очень сложно, потому что времени очень мало, и выбрать музыку — это очень долгий процесс, потому что все движения выходят именно от музыки. Невозможно, ну, по крайней мере, я, может, конечно, есть профессионалы настолько, да, потому что мне нужно послушать эту музыку и уже представить в воображении какие-то движения. В основном движения такие мне не особо характерные есть, потому что я в основном танцую хилс, да, как в предыдущем вы увидели. Здесь мне пришлось подстраиваться под Дмитрия, то есть я не могла же ему дать хилс, да. Мы бы посмотрели на это. Да, я ему говорила, давай каблуки померим, он нет, наотрез отказался, поэтому вот мы придумали такое сочетание. И это сочетание сыграло, мы пожелаем этой паре удачи. Ждем также когда-нибудь все-таки образ Дмитрия в хилсе. Я передаю слово Оле. Благодарю, Максим. Ну а мы послушаем и посмотрим оценки наших членов жюри. Начнем с вас, Егор. 8 баллов. Замечательная оценка. Катерина. 9 баллов. Аина. 10 баллов. Не могу не заметить, что Аина сегодня очень добрая. 27 баллов. Давайте еще раз проводим аплодисментами нашу замечательную пару. И приготовимся увидеть следующий танец. Дорогие друзья, ну а к нам спешит школа танцев «Премьера». Художественный руководитель Розалия Волкова. Ну а танец называется очень весело. Лучшие подружки. Встречаем, друзья! I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still, I knew what I had to do, 'cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town, you'll sit one day, the blinds are down, you'll see my face and think how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. Nothing can get up off the ground. Nothing can the morning rolls around and it's another day of sun.
by those who came before. They say you gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, just be mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push him on and go. I'm reaching for life and chasing all the lights that shine. They let you down. It's another day to get up off the ground. It's another day the morning rolls around, and it's another day of the morning rolls around. It's another day of It's another day of It's another day of А мне нравится учиться чему-то новому. Мне нравится, я познакомился с многими людьми. И я буду поучаствовать еще раз. Мне первый этап был очень сложно, потому что я не знал Роза, и я тоже не знал, что она хотела. И язык тоже, она не знала это английский, и я тоже не очень хорошо знаю русский, потому что так сейчас нормально, но первый этап был очень сложно. Первый этап, да, поэтому я понравился танцы, а потом близко, который я играл роль, мужка потерял его жена. Я понравился, потому что этот танец был эмоциональный и чувствовал. И я уже знал, что Роза хотела, поэтому мне это очень интересно и понравилось. Роза, она очень хорошая и тоже очень хорошая хореограф. Не только хореограф, и тоже учитель, потому что она много поддерживала меня. Я думаю, мы будем победить. Да. Понятно, да? Рональд, Розе, желаем победы. Спасибо. Да.
Зажигательный танцевальный номер под названием «В ритме 80-х» исполнила наша зажигательная пара. Давайте еще раз поддержим их бурными аплодисментами. Да, это было классно. Давайте же мы послушаем комментарии наших членов жюри. Начнем с вас, Катерина. Прошу. Рональд и Розалия, мне очень понравилось то, что вы делали сверх того, что вот, когда мы смотрим через экран, всегда кажется, как будто танцоры не выкладываются. Но поэтому нужно всегда танцевать на 200%. Вот сейчас было 200%. Я думаю, то, что зрители почувствовали то, что вы прям всю энергию передали. Я очень люблю 80-е, я очень люблю 90-е, поэтому весь вот этот ваш вайб я очень хорошо прочувствовала. И техника исполнения у вас, видно то, что есть разница, но в том, что у вас есть контакт, вы друг друга тоже чувствуете, поэтому нет такого, то, что кто-то там танцует давно, кто-то танцует недавно, да. It was a great performance, Ronald. Good job. And I like that you dance like you're feeling it, you know? Because your partner is a professional dancer, and you're not, but I don't feel that you're not a good dancer, you know? So I think that you two did a really, really big job, and I think that you can be in final, really. So, Розалия, да, этот акцент, да? Розалия, я хочу очень сильно тебя вообще похвалить за то, что ты реально поставила очень классную постановку от начала до конца. Было очень интересно смотреть, и при этом очень много было разных, лексикон, вот, не лексикон, да, вот именно. Лексика именно в танце у тебя была очень интересная. И при этом Рональд был очень гармоничен в этом. Молодцы. Замечательно, спасибо огромное за комментарии. Давайте мы послушаем Егора. Во-первых, хотел похвалить за ваш образ, именно за вашу атмосферу, 80-е, 90-е. В целом, как номер, очень было отрадно смотреть. Ну, от начала до конца было все очень скомпоновано, было поставлено все очень грамотно. И были сложные трюки, и были общие синхроны. Но и также помимо этого очень много выделялась именно сама Розалия в плане в целом постановки. Мне чуть-чуть не хватило Рональда именно в самом танце. Возможно, его соло, возможно же, либо как-то его выделить. Ну а так в целом очень энергичный номер. Есть, конечно, какие-то типа маленькие нюансы, не по марке, но в целом, если как смотреть абстрактно, имеется в виду, и есть сюжет, и есть классные образы, и в целом вы сегодня сияли так прям ярко. Спасибо вам за номер. Благодарим за комментарий Егора. Давайте мы послушаем, что расскажет Аина. Роза, Рональд, классная тема. Вообще классно, что тренд ретро возвращается, и этим интереснее просмотрелся ваш номер. В этом номере мы увидели все. Начало, сюжет, кульминация, да, такая дерзкая, драйвовая Розалия дала аж на пощечину нашему Рональду. Рональд сначала расстроился, и потом, как достойный, уверенный в себе мужчина, все-таки обрадовал нашу Розу, подарив ей прекрасный букет. Вообще, когда танцы по программе идут немножечко вот со связкой, да, правильно поставленная композиция идет, на это очень всегда интересно смотреть. В вас чувствуется вот именно вайб весны. Действительно, вот здесь есть. Мне очень понравились переходы, были классные. Вы сделали и нижние, и низ портер взяли, и сложные технические трюковые элементы взяли тоже. В общем и целом номер классный, смотрибельный. Мне немножко не хватило драйва именно от Рональда. Я знаю, что ты еще можешь. Но хочу похвалить Розу, что наконец-то, Роза, ты его растанцевала, у вас уже чувствуется гармония в паре, и реально вы чувствуете друг друга. Молодцы. Спасибо нашим членам жюри за такие замечательные комментарии, теплые слова. Ну а вам пора к Максиму. Давайте проводим. Пара Роро, пожалуйста, сюда. Пока отдохните, отдышитесь. Я вижу, прекрасно у вас есть
и поддержка. Вот вас как поддерживает ваша группа поддержки. У нас сегодня ученицы Розалии. Это Ванесса, Ева, Вероника и Полина, а также друг Рональда Петр. Сейчас мы узнаем, что они думают о вашем танце, насколько они верят в вашу победу и насколько хорошая учительница Розалия. Розалия очень добрая и хорошая учительница, она постоянно поддерживает. И моментами иногда становится грустно, но очень сильно поддерживает. Розалия Дмитриевна — это для нас как вторая мама. Она очень добрая, дружелюбная и приятная для общения. Я верю в Розалию Дмитриевну победу, потому что она... Веришь в победу? Верю в победу, потому что она ставит очень красивые танцы и сама очень хорошо танцует. Розалия Дмитриевна очень хорошо преподает, никак не бьет палками, там хорошо. Не бьет палками все-таки, да? И очень хорошо поддерживает. Поддерживает. Так, прежде чем мы узнаем, значит, мнение Петра, я здесь вижу, девочки молодцы, возможно, будущие участницы нашего проекта «Танцуй». Ты сказала, немножко грустно. А что немножко грустно? Что уроки все-таки заканчиваются? Да? Или что ты еще там не стоишь, не танцуешь? Нет? Что скажет Петр, друг Рональда? Добрый день, уважаемые телезрители и здесь присутствующие. Присутствующий. Извините, но волнуюсь очень сильно. Я очень сильно рад за своего друга. Мы с ним познакомились около 3 лет назад. Он студент из Уганды. На мой взгляд, он самый активный, самый харизматичный, умный иностранный студент во всем университете у нас в УФУ. И он своим примером показывает иностранным студентам, как нужно себя проявлять, что нельзя замыкаться внутри себя, нужно пробовать что-то новое, бросать себе вызовы, несмотря на языковой барьер. Как мы все знаем, Рональд даже снялся в фильме и участвует во многих проектах, дает интервью. До этого изменился ли он после этой телешоу, да? Когда он начал заниматься танцами. Как я знаю, он у себя на родине тоже увлекался танцами и последний раз выступал на сцене в 2022 году на «Дружбе народов». И после этого, когда он снимался в фильме «Триумф», это про триумф наших великих борцов, он занимался вольной борьбой, у него была такая походка, как у борца. И буквально несколько дней назад я вижу, гордо раскинутая голова, плечи, осанка. Выходит и такой грациозный. Привет, думаю. Уже изменился. Вот танцы меняют человека. И говорят ведь, танец — это язык тела. Они показали, команда, вот Рональд и Розалия, они показали, они полностью передали дух ретро. И я очень сильно восхитился, удивился, что Рональд тоже может танцевать. Он все может. Я желаю ему в будущем больших успехов во всем. Я уверен, что ты пройдешь, вы, команда РОРО, пройдете в финал. Я очень сильно буду болеть за вас. Все мои родные, все мои друзья за вас. Спасибо. Мощная поддержка. Действительно, Рональд, твой друг, сказал практически настолько, что я передам его слова, что он хочет попасть в проект «Танцуй». Я так понимаю, насколько он с энтузиазмом говорит. Хорошо, Рональд, я здесь передаю слово тебе. Смотри, многие члены жюри отметили действительно, что чуть-чуть не хватило, может быть, твоего соло, может быть, каких-то отдельных движений, да, от тебя. Но я видел, что ты действительно раскрываешься, ты все еще улыбаешься, есть энергия, есть вайб, как сказали, весенний, да, сейчас у нас началась весна. И насколько этот танец легко тебе дался, насколько он отражает твой характер? Это танец был чуть-чуть сложно, потому что, как я сказал, сейчас я знаю Роза, и я уже знаю, что она хочет, поэтому чуть-чуть сложно. Отлично. Слово к Розе. Мы видели, как, например, Ирина благодаря внукам преобразилась, а как-то на тебя влияло, что твои ученицы с волнением, теребя вот эти подарочки, стояли, смотрели. Может быть, тебя это вдохновляло или ты больше волновалась? Нет, я не волновалась. Меня, наоборот, поддержка, только заряжает. И спасибо, девочки, что пришли меня поддержать. Для меня это очень важно. То есть ваше присутствие действительно дало мне, много энергии.
этот танец пришел в голову каким образом? Как ты поняла, что вот этот облик и вот эти движения то, что надо? Ну, это была вытекающая тема. Изначально основная тема была другая, и посредством музыки вытекла эта тема. Ну, это была так, долгая история, в общем. Планируешь ли ты вот эти движения, вот этот 80-й вайб переносить, может быть, в педагогическую область и тоже передавать опыт молодому У поколению? них как раз сейчас танец был джазовый. Очень похоже, на самом деле, по стилистике на наш. Даже движения были похожи некоторые. А пока мы послушаем Олю, что скажут наши многоуважаемые члены жюри. Спасибо, Максим. Давайте мы посмотрим, какие же оценки поставят наши члены жюри. Начнем с вас, Екатерина. 9 баллов. Егор, 8 баллов. Прошу, Аина. 10 баллов. Ну, действительно, весеннее настроение у нас сегодня у Аины. И общий балл составляет 27. Ну что ж, дорогие наши друзья, давайте же мы проводим бурными аплодисментами нашу зажигательную пару. Ну а мы продолжаем далее, дорогие друзья. Ну и хотим напомнить вам, что нашим партнером является Капитал медицинское страхование. Ведь здоровье – это самый бесценный дар. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее, доступность, ведь оформить полис ОМС просто и абсолютно бесплатно. Дорогие наши, достигайте своих целей, исполняйте все свои самые заветные мечты, наслаждайтесь каждым моментом. Вместе с полисом ОМС от Капитал медицинское страхование. Ну а мы ждем вас по адресу улица Курашова, дом 22. Ну а я хотела бы представить вам танцевальный коллектив «Кюн», лауреатов первой степени Мусу Стар 2024 года, гранд-призеров республиканского танцевального конкурса «Танцуют Мюрю», а также обладатели звания «Лучший творческий самодеятельный коллектив 2024» от Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, руководитель Альберт Никитин. Встречаем бурными аплодисментами!
общее впечатление о конкурсе просто невероятные. Впечатления, эмоции, просто супер. Самый сложный, я думала, что это бальная тематика. Но, как оказалось, это предыдущая, вот следующая неделя, афро-стиль. А так, ну, бальная для меня пока что самое сложное, потому что там у нас были элементы и акробатики, и все это делали на каблуках, точнее, я танцевала на каблуках, на высоченных. Вот, ну, афро тоже сложно. Вот. Больше всего мне понравился номер, конечно же, Адама и Евы. Вот, очень такой чувственный, нежный. И хоть мы и поставили этот номер всего там, за пару дней до выступления, все равно удалось раскрыть и вообще раскрыться мне самой в этом номере. Альберт очень замечательный, талантливый хореограф. Я хочу выразить ему огромную благодарность, Альберт. Спасибо тебе большое за терпение, за твою креативность. Вот. Ну и желаю тебе успехов в дальнейшем и нам победы. District 78. Вау, мне показалось, что я побывала в Африке. Такой замечательный, такой интересный танец. Ну а давайте мы послушаем, что же скажут про этот танец наши члены жюри. Начнем с вас, Катерина. Мне очень понравилось Альберт Айталина, да, ну сразу скажу. Для себя я выделила такие моменты, то, что были очень классно обыграны акценты. Прям очень четко, очень в тему, можно сказать, да. И от начала до конца был вау-эффект, когда вот Айта сразу, опа, шпагат, опа, да, какие-то элементы, и ты думаешь, о, кто здесь точно хореограф, не Айта ли, да? Поэтому, когда вышел Альберт, да, это все уже какая-то такая волна, и симбиоз, у вас такой классный коннект вместе. Очень полноценный номер от начала до конца, очень динамичный. Нет такого момента, что ты думаешь, что сейчас, ага, окей, сейчас они станцуют, сейчас я уже знаю, что будет. Не было такого. Было такое то, что сейчас что, и до конца, вот прям до конца. И афро-стиль, он сам по себе очень сложный, потому что нужен хороший филинг, чтобы передать вот все это вот настроение, вот характер танца, да. При этом у вас такие образы прям кричащие, классные. И все, и образ, и хореография, и динамика мне очень понравилась. И концовка прям четко, да, потому что можно было и не попасть в этот звук на самом деле. Это очень сложно, вот этот тайминг, да, прям
подождать и прям четко закончить. Поэтому от начала до конца прям очень... И вот какие-то маленькие моменты, возможно, были, да, но о них можно и забыть. Молодцы. Благодарим Екатерину. Давайте послушаем, что же нам скажет Егор. Для начала я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали стиль афро, потому что это мой основной стиль, который я преподаю для всех. Вот. Для начала начнем с ваших образов. Они, как сказала Катерина, прям кричащие. Я такой думаю, вау. Типа, стоп, погодите-ка, а какой будет, типа, в целом номер? Типа, посмотрим. Ага, и Айталина начала свой танец, и уже в целом уже плюс-минус было понятно, типа, какое начало, ага, соответственно, и будет развитие этого сюжета. Ага. И важно, надо понимать, что афро, он сам как стиль очень сложный, она требует очень высокой физической подготовки в плане дыхалки, в плане, ну и в целом ног. Вот. Я думаю, вы передали всю атмосферу этого танца. У вас были очень сложные, опять же, акробатические элементы, парные элементы. И также помимо этого я видел все афростепы и базовые движения из афро. И в целом спасибо за ваш номер. Спасибо огромное. Давайте послушаем Аину. Атмосфера короля льва, атмосфера Африки, вайб Африки. Это все здесь почувствовали не только мы, члены жюри, но и, думаю, наши зрители тоже. По поводу номера Айталина, Альберт, мне всегда нравится смотреть ваши номера. Постановки у Альберта всегда такие динамичные, энергичные, интересные. Сегодня в очередной раз ты оправдал мои надежды, ожидания. Номер классный, продуманный вплоть до мелочей. Посмотреть одни ваши образы какие, костюмы какие классные, грим, да, это все помогает зрителю и телезрителю, и нам ощутить полностью вот этот вайб. Классно, что вы выбрали именно этот стиль афро, он действительно очень сложный. Я знаю, что у нас в республике есть Егор, профессионал по этому стилю, и молодцы, что обратились к нему тоже за небольшим мастер-классом, что он вам помог в базовых движениях. Это видно, прям почерк твой прям сразу по танцу было заметно. Вот, классно. И хочу сказать, что действительно очень сложный технический танец поставили вы. Очень много трюковых элементов. Айталина прям браво, браво, браво. Я очень рада, что все прошло без травм, и все так классно и зажигательно. Прям у меня появилось желание еще раз пересмотреть «Короля льва». Спасибо вам. Благодарим наших членов жюри за комментарии. Ну, а вам пора. К нашему Максиму, прошу. Альберт, Айталина, проходите, отдышитесь после такого танца, действительно очень сюжетного. За отсутствие сюжета его точно никто не будет ругать. Мы сейчас узнаем, что скажет ваша группа поддержки. Здесь коллеги, мы их видели, многих, они сейчас танцевали, мне от этого вдвойне приятно здесь находиться. Сегодня уникальная микс-зона, что и здесь, и там, как говорится, до чего техника дошла, сейчас я буду с ними разговаривать. Здесь из одного коллектива с Альбертом и жена, которая невероятно его сейчас поддерживала, показывала, болела за него, показывала, держи лицо вот так. Я стою вот здесь, как Альберт танцует, а она здесь, вот так лицо держи, и он это все видит. Я передаю слово Дмитрию. Хочу узнать его мнение по поводу того, ходит ли Альберт всегда так в коллективе, или это его сегодня экспромт, и как он вообще в коллективе в качестве руководителя. Ну, ходит он так не всегда, только иногда. По выходным. По выходным, по праздникам. Да нет, конечно. Вообще... Я скажу, да, про танец. Все заметили, что танец вообще шикарный. Айталина, Альберт молодцы. Нам он еще не разрешает так одеваться. Вы про костюм еще я не закончил. Вообще классный танец. Я вас поздравляю. Вы просто молодцы. Просто супер. Спасибо, Ольга. Ольга, финалистка нашего второго сезона проекта «Танцуй». Может быть, хотелось бы услышать ее мнение не только по поводу танца, но по поводу в целом пула нашего в этот раз финала. Всем добрый вечер. Танец прям просто шикарный. Ребята молодцы, Айталина, Альберт. Я честно в восторге.
Молодцы. А так все участники тоже прям такие сильные, я заметила, как участник второго сезона. И наши ребята все-таки такие сильные, я заметила. И удачи вам, ребята, молодцы. Руслан у нас был и победителем вместе с Настей в одном сезоне проекта «Танцуй», и в жюри мы его видели. Я думаю, что сегодня мы увидели его в третьем амплуа, как он танцует. Что ты думаешь, победят твои друзья? 100%. Дух победителей здесь, он с ними вместе. Как ты оцениваешь вот этот сегодняшний танец? Жюри поставят 30 баллов? Как ты, как профессионал? Мне кажется, 30 не будет, может быть 32. Угу. Хорошо, оптимистично. Передаем, значит, слово жене Альберта, которая ему помогала здесь эмоционально. Ночью он опять тренировался, всю ночь мешал спать, или тебя вовлек так в танец, что ты не могла сама уснуть? Всем здравствуйте. Нет, он дома уже так не тренировался. Они очень усердно с Айталиной репетировали и днем, и вечером, и до ночи. И с ними ходила, наблюдала, как они работают. Они очень настроены на победу. И как я обычно говорю всегда Альберту, я тобой очень горжусь. Молодец. А вот то, что ты здесь помогала ему движением, мимикой, ты так сильно переживала, видела их танец, или тебе казалось, Альберт, не так немножко, поверни немножко по-другому? Как вот... Конечно, я за них всегда переживаю. Очень сильно за каждое их движение, каждую их связку, чтобы там ничего малюсенького не промелькнуло, да, такого. Я показывала Айталине. Мы здесь пока стояли, больше вспотели, чем танцевали когда. От волнения, конечно. Вот. Сейчас мы узнаем, что наши участники думают об этом танце. Я в первую очередь хочу отметить, что я видел, как Айталина разукрашивала Альберта. Это все вот ребята сами молодцы сделали. Также хотелось бы узнать, Альберт, это действительно или это такая легенда нашего проекта, что вот этот костюм тебе сделали практически сегодня здесь? Да, я это сегодня утром. Вчера, ну история такая, я вчера до ночи на выступлении был. В 8 часов меня трубу прорвало. У меня костюма вообще нету, 2 метра куска лежит. Я быстро-быстро зарезал и на машинке. Ну, я сам шью костюмы для своего коллектива тоже. Обратите внимание, как Альберт влился в образ охотника, хищника и сказал «зарезал», а не отрезал кусок ткани. Он как будто бежал за этим леопардом по дому, пока у него там с трубой были проблемы. Но я думаю, что этот образ, он действительно впечатлил и меня. И давайте аплодисменты дадим этому хищнику. Я отдельно подчеркну, что даже глядя на него мне холодно, а ведь камера не снимает, а он стоит босиком, как Айталина. Лично я бы замерз, но они так увлеклись танцем, я прав, что ты не чувствуешь этого холода? Вообще не чувствую. Айталина, хочу спросить у тебя, каково быть зеброй, которая спасается от хищника, и сложно ли было этот танец поставить? Ой, поставить было очень сложно, я никак не могла запомнить. Вот до буквально за 5 минут до выхода выучила вроде бы. Вот. А так, по поводу костюма, на самом деле я давно хотела сходить на Хэллоуин в таком образе. И вот, наконец, моя мечта осуществилась. Это отличный костюм. Расскажи, как вот ты добилась этого образа и кто накладывал тебе грим? Потому что я видел, что Альберту рисовала ты. Вот. Грим я делала сама, и себе, и Альберту. Сама себе рисовала грим? Да. И волосы, кроме брейдов, вот этих брейдов мне заплетала моя Энджи. Спасибо тебе большое. Вот, а так полностью образ сама делала, и Альберта тоже помогла. А сюжет как вам в голову пришел? Вы действительно пересмотрели «Король лев» или что случилось? Это к нему. А я вчера, кстати, пересматривала «Король лев». Образ от него. Вообще хотелось попробовать что-то новое для себя. Стиль афро это, я всегда смотрю, как Егор танцует, мне этот стиль очень понравился, и хотелось тоже попробовать, как же Африка без зебры и льва. Я думаю, вам удалось, аплодисменты. Интересный факт, народ бушменов или сан впервые изобразил танец 10 тысяч лет назад. И это как раз был танец ритуальный охотника и зверей. Я передаю на этой ноте слово Оле, чтобы узнать баллы. Спасибо огромное, Максим. Сейчас мы узнаем, какие же оценки поставили наши члены жюри. Давайте начнем с вас, Егор. 10 баллов.
Катерина. Тоже 10 баллов. Ну и Аина. 10 баллов. Самый высокий балл, да, сегодня у нас 30 баллов. Давайте еще раз проводим аплодисментами нашу супер пару, наших зебру и хищника, ну, вроде как леопарда. Ну что ж, дорогие друзья, ну а сейчас совсем скоро мы узнаем результаты СМС-голосования. Ну а сейчас мы ненадолго с вами прервемся. Оля, какой танец тебе понравился больше всего сегодня? Максим, я не могу сказать, какой мне понравился больше всего, потому что каждый танец был по-своему красив, яркий и уникальный. Я думаю, что они, во-первых, передают дух весны, и это было очень волнительно, потому что когда такие сильные танцоры, да, новички и хореографы сталкиваются, действительно болеешь за каждого. Мы уже практически как одна большая семья. Я за кулисами вижу, как они танцуют, как они переживают. И мне кажется, что... Вот я вижу, что председатель жюри просит слова. Какой-то беспрецедентный момент, видимо, у нас происходит. Предоставляем слово Аине. Уважаемые телезрители, уважаемые зрители, уважаемые жюри, уважаемые участники и дорогие ведущие, пользуясь тем, что я председатель жюри, и сегодня у нас полуфинал, а в финал должны у нас выйти всего 3 пары, я бы хотела попросить, думаю, вы все не против, чтобы наши все 4 пары прошли в финал. Вы согласны, участники? Все, думаю, согласны? Ну, мы-то точно согласны, да? Это неожиданный момент. Я думаю, что да, все позовем членов, позовем участников наших, они так волнуются. Давайте поприветствуем наши пары. Первая пара встречаем. Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Дмитрий Шаталов и Илюана. Третья пара Рональд Амока и Розалия Волкова. Четвертая пара Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Друзья, сегодня, как мы видим,
беспрецедентный момент в проекте «Танцуй». Не было СМС. Ты ожидала этого, Оля? Нет, это было абсолютно неожиданно, но просто сегодня они выступили так, что даже жюри не смогли никого сегодня оценить менее. Действительно, остальных. настолько сильные... Еще аплодисменты вам и сами друг другу. Настолько сильные у нас танцоры, настолько сильная у нас конкуренция, что никто не ушел. Обязательно смотрите следующий эфир 9 марта. Встретимся в финале. Ну что ж, мы прощаемся с вами сегодня до воскресенья. Дорогие телезрители, дорогие наши друзья, танцуем вместе с нами! На телеканале Якутия 24. До встречи!